Управлением мужчина въехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. В результате чего якутянин получил ушиб левого бедра и рану лобной области. Об этом сообщает ГИБДД по региону. Пассажир случайно снял момент ДТП автомобиля, в котором ехал. По данным ГИБДД, происшествие случилось в Сунтарском улусе. Два человека, по предварительным данным, погибли в результате наезда грузового автомобиля в германском городе Мюнстер. Автомобиль протаранил летнее кафе в центре города. 20 человек получили ранения. Немецкие СМИ сообщают, что, возможно, речь идет о теракте. Официально подтверждения данной информации пока нет. Как пишет «Фокус», мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он являлся гражданином ФРГ и покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В сеть попало видео, как в спортивном зале «Небесная река» во время соревнований по ушу саньда между болельщиками произошел конфликт. По словам министра спорта республики Георгия Балакшина, ситуация разрешилась и стороны помирились. Помимо Следственного комитета, проверку случая в детском саду города Нерюнгри проведет прокуратура, а также будут задействованы специалисты территориального отделения Роспотребнадзора. Напомним, воспитанники детского сада «Классика» обожгли сетчатки и получили травмы конъюнктивы. В группе было порядка 20 воспитанников, 11 из которых стали жертвой ультрафиолетового излучения. Известно, что они с жалобами на боль в глазах поступили в медицинские учреждения после массового мероприятия в музыкальном кабинете. Сотрудниками детского сада были принесены извинения. Сейчас родители ждут окончания разбирательств. Небольшой ожог был. Кто обследовался у врачей, всем сказали, что никаких последствий не будет. То есть буквально нужно там пару дней прокапать какие-то капельки специальные, и все пройдет. Перед нами извинились, естественно. И сейчас только ждем следствия. На этом все. Берегите себя и хорошей рабочей недели. Сотни километров, сотни дорог. Нас отдаляет лишь расстояние. Не нужно бояться увидеть красоты этого мира. Они поражают, иногда удивляют, погружают человека в нечто неизвестное. Мир так велик, что не хватит жизни.
обойти ее красоты, прочувствовать ее частичку, впитать в себя ее энергию. Узнавая мир таким, каким он есть, мы расширяем границы своих возможностей. Мир создан для тех, кто покоряет его, защищает, открывает ее каждый день, как в первый раз. И ты увидишь, насколько он прекрасен. Сынок, я как сейчас помню приход первого поезда к нам в Алдан. В путешествиях на поездах нужно соблюдать энциклопедию безопасности. Слышал о таком? Нет. Чтобы в купе был порядок, нужно сумки сложить вот так, а которые нужны с документами поближе. И двери в купе держать закрытыми, как дома. Правильно, сынок. А еще нельзя брать посылки у незнакомых людей. И за своими вещами следить на станциях очень внимательно. Ваш чай. Спасибо большое. Простите, а где телефон можно подзарядить? Розетки находятся по проходу, но, пожалуйста, не забывайте. Я буду соблюдать все правила. Транспортная полиция Якутии. Управление Госстройжилнадзора Республики Саха-Якутия предупреждает: прежде чем произвести оплату застройщику по договору участия в долевом строительстве, обязательно ознакомьтесь с проектной декларацией на сайте застройщика, проверьте наличие у застройщика разрешения на строительство, убедитесь, что застройщик имеет право аренды или собственности на земельный участок, зарегистрируйте договор в управлении Росреестра. В противном случае вы рискуете стать обманутым дольщиком. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Здравствуйте. Вопрос обеспечения безопасности региона в периоды весеннего паводка и пожароопасного сезона. Именно эти вопросы обсудили председатель правительства Якутии Евгений Чекин и руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. На базе центра в прошлом году была создана программа по моделированию опасных ситуаций. Она использует материалы спутникового дистанционного зондирования, что дает возможность прогноза уровня воды в период половодья с точностью до 95%. В течение недели программу предоставят региональному управлению МЧС и обучат специалистов. 64 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Ленского района на покупку квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава района, и он отметил, что закупочная цена за квадратный метр снизилась с 62 до 40 тысяч рублей. А в самом городе продается порядка 500 квартир. Поэтому в ближайшие 2-3 года строить в Ленске новое жилье нет необходимости. А в случае, если заработает второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья, власти Ленска будут переселять людей во вторичное, но качественное жилье. Идею также поддержала и министр архитектуры Вера Кузакова. Мирнинские